Всем аминь. Вы знаете, что у каждого народа есть своя история. И отчасти история наших народов трагичнее. С 90-х лет, когда грузинский народ определился в самобытности и вышел против захватчика Российской империи, и кровью и жертвами обрели свою независимость, то настали его трудные дни. Российская империя не хочет его отпускать так легко, Центральный Кавказ, потому что в Российской империи прекрасно понимают, без Грузии нету Кавказа. И до сих пор продолжает натравливать на друг друга кавказские народы и этим поддерживать контроль над нашим Кавказом. К сожалению, многие народы кавказские поддались этому и поддаются до сих пор этому грязному политике со стороны Российской империи. И вы прекрасно знаете, что я в своих блогах очень часто говорю о тех народах, которые участвовали в войне против Грузии, и те, которые воздержались или поддержали Грузию. Отчасти я говорил про ингушей, про азербайджанцев, а также про славянское древнее племя, народ украинцы, которые истинные славяне, истинные русичи. И я ненароком затрагивал про еще один народ, но моя ошибка и вина в том, что я долгое время не делал тему про этого народа. А чего я хочу извиниться перед этим народом, потому что это неправильно. Ведь доброе дело надо замечать, видеть и благодарить за это. Этот народ называется карачаевцы и балкарцы. Века сменяются веками, и годы стройной чередой доносят времени устами легенды о земле родной. На склонах гордого Эльбруса, в ущельях среди кручи скал, где прокляли лжеца и труса, герой свое гнездо снискал. Пусть честь и славу воинов наших, их доблесть воспоют в веках, всех за отчизну жизнь отдавших, с мольбой к Аллаху на устах. Здесь карачаевцы, балкарцы, Кавказа славные сыны, аланский дух хранят тут старцы, потомки скифской глубины. Мы дружбе верной знаем цену, хранить умеем свой обет. За смертный грех здесь чтут измену, дружны с Россией сотни лет. Пусть честь и славу воинов наших, их доблесть воспоют в
мольбой к Аллаху на устах. Пусть честь и славу воинов наших, их доблесть воспоют в веках. Всех за отчизну жизнь отдавших, с мольбой к Аллаху на устах. Честь и славу воинов наших, их доблесть воспоют в веках. Всех за отчизну жизнь отдавших, с мольбой к Аллаху на устах. И пусть верны потомки будут, заветом старцев чтут адат. Қарындасым бек қуандым саған. Мен де сенге бек қуандым қарындасым. В наследство данный аманат, и никогда не позабудут в наследство данный аманат. Карачайцы и балкарцы – это автохтонный народ Кавказа, хотя у них языковая близость к тюркским племенам. Есть некая легенда, что кипчаки и тюркские степные кочевники появились на Кавказе. Но это не значит, что это не автохтонный кавказский народ, потому что эти племена перемещались с аланами, и они унаследовали, как и ингуши, как и карачайцы, балкарцы, черкезы, кабардинцы, унаследовали аланскую культуру, кубанскую культуру. И когда проверили ДНК и генетику карачайцев и балкарцев, то выяснилось, что у них нашли частицу аланского генетики и ДНК. В определенном случае, некое время карачайцы и балкарцы были христианами. На всем Северном Кавказе у ингушей и у карачайцев и балкарцев нашлись древние христианские храмы, которые до сих пор там стоят. И среди карачайцев и балкарцев есть таипи, фамилии, которые до сих пор говорят, что у них грузинское происхождение. Это от того, что очень близкое отношение было с грузинами у карачайцев и балкарцев, особенно с сванами. И многие карачайцы и балкарцы с гордостью говорят, что их не таип, их не фамилия происходит от грузинского фамилии. И по сути, когда Грузия была в трудном периоде, в 90-х годах, и когда в Абхазии грузины в одиночку с горсток украинскими ополченцами противостояли Российской империи и Северным Кавказцам, добровольцам, где не участвовали ингуши, также не участвовали карачаевцы и балкарцы. Молодцы ребята, они отказались. Они посчитали, что неправильно это прийти к соседу и выбрать какую-то сторону. Если ты себя называешь соседом, и ты видишь, что два соседских народов вцепились друг друга в горло, то неправильно прийти и выбрать чью-то сторону. Просто надо их разнять. К тому же, если это два соседа живут в одном государстве, то есть в Грузии.
Карачаевцы, балкарцы и ингуши поступили ровно так. Они сказали, это наши братские народы, и мы не омрачим своих предков, и свой народ, и свою честь, пролив кровь или того народа, или этого народа. И они воздержались от этого. За что им огромное спасибо. Достойному сыновьям Кавказа, карачаевцев и балкарцев. Это один и тот же народ. Просто названия разные, но народ один и тот же. Это очень храбрый, смелый, очень достойный народ. И я им говорю огромное спасибо за вашу мудрость, за ваше доброе соседство, за вашу честь и достоинство. То вы в трудную минуту определились и поступили, как должен поступить сосед. Или разнять двух враждующихся, или же просто-напросто не выберет сторону. История ни одну героизм подтверждает, когда карачаевцы и балкарцы впрягались за грузин, за сванов, приходили не часто на помощь сванам, а также и сваны приходили на помощь карачаевцам и балкарцам. От того и фамилии очень многие происходят от сванского. И даже ученые нашли в многих карачаевцев и балкарцев грузинский ген, что еще раз подтверждает близость и родственность грузин, карачаевцев и балкарцев. Две войны были в Грузии за 30 лет. Это была война против Российской империи в Абхазии и война против Российской империи захватчика в 2008. И карачаевцы и балкарцы и здесь не поддались на соблазн пролить кровь, как это сделали черкесы и кабардинцы, которые наравне с чеченцами в большом количестве участвовали против грузин в войне. Хотя после всего этого у грузинов хватило достоинства, чести и храбрости на всем Кавказе признать геноцид черкесского кабардинского народа. Этого черкесы никогда не увидят. И ни кабардинцы никогда не увидят. А ингуши, карачаевцы и балкарцы еще с истории помнят отношения с грузинами, их недобрые дела, не забывая также и свои добрые дела. И до сих пор не предают, хотя будучи они находятся в захвате у Российской империи. Но они настолько достойнее, честнее и храбрее, что осмеливаются возразить Российской империи и идти к соседу и прольет его кровь на его же территории, в его же доме. Огромное вам спасибо, карачаевцы и балкарцы. Огромное вам спасибо, ингуши. Огромное вам спасибо, украинцы. Огромное вам спасибо, азербайджанцы. Вы достойнее дети Кавказа и славян. Вы не позорите своих предков. Я еще раз извиняюсь перед карачаевцами и балкарцами за то, что так долго я не затрагивал эту тему. Но, как у нас в Грузии говорят, лучше поздно, чем никогда. Огромное вам спасибо. Мир вашему дому, карачаевцы и балкарцы. Здоровья вашим детям. Долгожитие вашим родителям. Хвала и честь вашим предкам. Аллах пусть вас оберегает. Всевышний наш Бог един.